Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новые правила рыболовства позволят упорядочить ситуацию с выловом рыбы. Постановление об этом приняло правительство на очередном заседании. Из красной зоны мы слышим, как проезжают свадебные эскорты. Министр здравоохранения Эдуард Бутба вновь обратился к населению. Как будет работать Абхазский институт выборщиков? Промежуточные результаты по созданию общественного движения «Конгресс народа Абхазии». Начнем с официальной хроники. Вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработке генеральной схемы газификации Республики Абхазия, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества обсудили в Москве президент Республики Абхазия Аслан Бжания с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече приняли участие заместитель руководителя администрации президента Абхазии Валерий Пабба, вице-премьер, министр экономики Кристина Азган. Новые правила рыболовства позволят упорядочить ситуацию с выловом рыбы как в промышленных масштабах, так и в мелких. Постановление об этом приняло правительство на очередном заседании. Кроме того, члены Кабинета министров одобрили целевую программу «Жилище-2022», утвердили производственный календарь, обсудили компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка в 2022 году. Обо всем по порядку Илана Казанба. Представляя новые правила в сфере рыболовства, первый вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил актуальность принятия подобного документа. Данное правило регулирует практически деятельность этой отрасли не только в промышленном, но и в любительской сфере, имея в виду наше беспорядочное ведение этого хозяйства, деятельности на территории Абхазии, особенно в реках, в селах и, конечно же, на море, имея в виду промышленный лов биоресурсов. И поэтому сегодня необходимость дальнейшего совершенствования охраны водных биологических ресурсов, а также в целях рационального использования и сохранения условий естественного воспроизводства водных ресурсов рекомендуются такие правила. Особенно важен этот документ в преддверии новой путины Хамсы, которая год за годом все больше влияет на водные и биологические ресурсы нашей части морского бассейна, считает Джопуа. Вице-премьер также подчеркнул, что назрела необходимость принять закон о рыболовстве. Новые правила разрабатывали совместно с Институтом экологии. Его директор Роман Дбар также отметил важность утверждения новых правил, ведь действующие регламентировались нормами 60-х-70-х годов прошлого столетия. Новые правила рыболовства вносят заметные ограничения, и это в первую очередь связано с тем, что промышленное рыболовство сталкивается с очень серьезными ограничениями самого ресурса, который оно использует в качестве, так сказать, предмета добычи. Как известно, прошлая путина хамсовая, на которой фактически, так сказать, основана промышленная рыболовство, оказалось рекордно низкой. Чуть меньше 11 тысяч тонн рыбы было поймано в прошлом году хамсы. И это факторы, которые являются серьезно настораживающими, потому что ресурсы, в первую очередь хамсы, оказываются серьезно переловлены во всем бассейне Черного моря. В прошлом году к нам из Азовского бассейна пришло только 1,3% азовской хамсы, которая обычно составляла около 20-25, а то и даже трети запаса, который приходило в зимнее время в наши воды. Новые нормы адаптированы к современным условиям, синхронизированы с российскими правилами рыболовства. О своевременности и важности принятия документа говорил премьер-министр Александр Анкваб. Мы помним не очень хорошие времена, когда тралили дно самым что ни на есть варварским способом, когда надолго от нас уходила рыба, в том числе ценные породы. Роман Садович, так? Были такие времена? Были. Надеюсь, они безвозвратно ушли.
Члены правительства единогласно одобрили постановление. Далее министры внесли изменения в целевую программу развития сельского хозяйства, по которой на борьбу с мраморным клопом будет выделено 7 миллионов рублей. Это связано с резким ростом числа вредителей, которые сейчас готовятся к зимовке. Следом обсудили закладку новых похозяйственных книг. Постановлением правительства она начнется 1 января 2022 года. В 2016 году была проведена предыдущая закладка похозяйственных книг. Прошло 5 лет, а похозяйственные книги закладываются на 5 лет. И с 2022 года, с 1 января, будет новая закладка похозяйственных книг на следующие 5 лет. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил проект постановления о введении электронной подписи, которая необходима в контексте совершенствования бюджетного процесса в стране. Он направлен на создание правовых основ и условий для того, чтобы электронно-цифровой подписью пользовались прежде всего, начиная с органов государственной власти и управления. Сегодня есть пилотный проект, который реализуется в Министерстве финансов. Электронно-цифровая подпись уже как образец у нас имеется. Год шла над этим работа, она практически завершена. И мы полагаем, что успешно внедрится. Проект Делба коллеги поддержали единогласно. За послевоенное время в нашей республике было организовано 3 регистрации граждан-вкладчиков Сберегательного банка до 14 августа 1992 года. Прошедшие регистрацию категории граждан успешно получают компенсационные выплаты. Эту деятельность правительство продолжит и в следующем году. С 2011 года по текущий период, то есть за 2021 год, было выплачено из средств государственного бюджета более 178 миллионов рублей. Получателями стали 13 813 человек. Отдельно отмечу текущий год. В текущем году на эти цели в бюджете было предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Полностью освоены эти бюджетные ассигнования. На следующий год, с учетом тех списков, которые имеются в комиссии, предлагается установить объем в 4 миллиона рублей. Члены Кабинета министров единогласно поддержали все проекты, представленные вице-премьером Делба. Затем приняли государственную целевую программу «Жилище-2022». Согласно документу, на жилье могут претендовать несколько категорий граждан, не обладающих собственными квадратными метрами. Инвалиды первой группы, в том числе Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, семьям лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, детям, оба родители которых погибли или пропали без вести, и многодетным семьям, имеющим 4 и более детей. Максимальный размер выплат – 1 миллион рублей. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 80 миллионов, по 40 на 2021 и 2022 годы. Подробнее о программе «Жилище-2022» гражданам еще расскажут. Затем члены правительства утвердили новый производственный календарь, с которым можно ознакомиться на сайте Кабинета министров. Также рассмотрены земельные вопросы и одобрен снос объектов недвижимости на территории военного городка номер 2 и номер 3 в Гудауте и военного санатория Гудаутский в связи с приходом объектов в негодность и невозможностью восстановления. Илана Казамба, Торник Амичпа, Абазатова. Александр Анкваб принял делегацию ПРООН во главе с постоянным представителем Ником Бересфордом. Премьер-министр поблагодарил за содействие, которое было оказано республике по линии ПРООН, в том числе в вопросах противодействия эпидемии коронавирусной инфекции. В ходе диалога стороны подробно обсудили возможность перспективного сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, профессионально-технического образования. Александр Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки таких проектов, которые носили бы конкретный характер и оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества. Нам необходимы вложения, которые обеспечат системное решение существующих проблем. Мы открыты к деловому сотрудничеству и заинтересованы в этом, сказал премьер-министр. Обсуждая направление перспективного взаимодействия, полпред ПРООН Ник Бересфорд отметил, что ПРООН сконцентрируется на более глубоком изучении обозначенных проблем с тем, чтобы в последующем выработать свои предложения.
Об эпидемиологической обстановке по состоянию на 28 октября в ходе заседания правительства рассказал министр здравоохранения Эдуард Будба. Он вновь обратился к населению страны с настоятельной просьбой о соблюдении всех предписанных противоэпидемических мер, подчеркнув всю серьезность сложившейся ситуации. Также Будба рассказал о проблемах в снабжении ковидных центров кислородом. На данный день 281 пациент находится в наших лечебных учреждениях ковидных. Могу по сводке в Гудаутах 80, в инфекционной больнице 38, в Творчалах 11, в Ачимчирах 22, в Гаграх 30, в госпитале 100 человек. 12 в реанимации, из 12 коек на данный момент. По лекарственному обеспечению хочу сказать, что тот препарат, который мы получили в субботу в обед, Артлегию, за неполную неделю практически больше 120 упаковок уже выдано. Но по выявляемости, вот вчера оперативный штаб сводку опубликовывал, из 497 пациентов 149 положительных. Я еще раз, вот, пользуясь площадкой, хочу обратиться к нашему населению, ко всем гражданам, соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество, потому что вот те цифры, которые мы сегодня видим, вот, допустим, 149 пациентов, это 149 пациентов, которые заболели, которых требуется лечить. И так ежедневно 150, 140, были цифры недавно за 200. В выходные дни наши коллеги находятся там в будни, выходные, круглосуточно в красной зоне, слышат, как эскорты свадебных кортежей проезжают. Я думаю, что они, наверное, не просто выехали покататься, потом они куда-то приезжают, наверное, отмечают. И после этих мероприятий у нас, к сожалению, рост больных присутствует. В этом плане хотел бы обратиться ко всем еще раз, потому что ситуация очень серьезная и тревожная. Мы такие пики проходили и в июле месяце, и в августе месяце, достаточно сложная. Мы все знаем, что уже летальность у нас более 400 человек. Для Республики Абхазия это вообще большие цифры, катастрофические. Любая потеря, даже одного человека, это трагедия. Поэтому вот такая ситуация на данный момент. По обеспечению кислородом. В Российской Федерации есть сложности с кислородом. Вчера 16 тонн было завезено в СФТИ. Я вчера выезжал в Гудауту, там хранилища тоже заполнены. Более 1000 баллонов. В Гудаутском ковидном госпитале есть определенный резерв. На сегодняшний день есть сложности с Новорайонской станцией по кислороду. Она вчера в ночь не работала. Есть сложности с дежурной бригадой, которая должна работать в круглосуточном режиме, но работает одна смена. Сегодня на утро на кислородной станции было 0 баллонов. К тому моменту, как я сюда пришел, мне доложили, что станция запущена, из 2 агрегатов работает 1. Между тем, в России за 28 октября выявили 40 096 заболевших, сообщают СМИ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Это первый раз, когда за время пандемии суточное число заболевших превышает отметку в 40 000. Общее число выявленных случаев заражения в стране после этого составило 8 392 697 человек. Кроме рекорда по суточному числу зараженных, в четверг в России также был зарегистрирован максимум по количеству летальных исходов. Так, за 24 часа умерли 1159 человек. Этот показатель превышает 1010-й день подряд. График отключений света. Черноморэнерго сообщает, что в связи с недопустимыми нагрузками на высоковольтной линии Шишелете-1 во избежание аварийных ситуаций будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии. В Ачимчирском, Гулрыбском и восточной части Сухумского районов также ограничения коснутся центральной и восточной части города Сухум. Ночные ограничения в этих районах будут сняты. В случае увеличения нагрузок в других районах страны там также будут введены ограничения. Они будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны.
РУП «Черноморэнерго» обращается с просьбой ко всем жителям страны ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня. График ограничений: с 17 до 18:00 подстанция «Баслат», с 18 до 19:00 подстанция «Эйпит», с 19 до 20 часов подстанция «Синоп», с 20 до 21 часа подстанция «Гудзера», «Уарча», с 21 до 22 подстанция «Дранда», Адзюбжа, с 22 до 23:00 подстанции «Мыку», «Куачара», Ачимчира-2, с 23 до 0 часов подстанция «Ачимчира-Тяга», подстанция «Ачимчира-2». Информация Генеральной прокуратуры Абхазии. В квалификационную коллегию судей направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении судьи Сухумского городского суда Кварче Инара Гурамовича. Основанием направления материалов послужила отмена Верховным судом Республики оправдательного приговора в отношении Джикерба, Чедия, Кулова и Аутлева с направлением материалов уголовного дела на дополнительное расследование. Как сообщалось ранее, 3 марта 2021 года Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда вынесено определение, согласно которому оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении бывших сотрудников уголовного розыска МВД Республики Джикерба, Чедия, Кулова, Аутлева был отменен, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий. В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры в отношении судьи квалификационной коллегии судей могут быть применены меры дисциплинарного характера. Как будет работать Абхазский институт выборщиков? Промежуточные результаты работы по созданию общественного движения «Конгресс народа Абхазии» подведены в ходе работы круглого стола с участием членов организационной группы объединения. Подробности в репортаже Элеоноры Гелаян. В апреле по инициативе Центра социально-экономических исследований в республике было предложено создать общественное движение «Конгресс народа Абхазии». Общественному движению по планам создателей предстоит выполнять функции политических организаций, которые недостаточно активно работают в стране. В Конгресс должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере, в ведущих отраслях экономики. Конгресс по существу – это институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов госвласти и управления, считают его основатели. На раннем этапе мы в целом представляли, как наша работа будет формироваться и какова будет ей задана динамика. Но весь этот объем, который нам предстоит перелопатить, мы в какой-то степени, наверное, недооценивали. В процессе работы мы начали видеть более широкий спектр перспектив, и потому мы построили свою работу таким образом. После того, как была сформирована наша организационная группа, мы решили посетить все города и районы Абхазии, встретиться с депутатами, с активом районов и городов, побывать в крупных селах и поделиться с ними о нашем проекте, о наших планах. Конгресс народа Абхазии будет состоять из 350 членов, избранных в 35 округах, что будет определять его легитимность. Все это время велась и продолжается работа по отбору делегатов. Организационная группа посетила уже 5 районов. Остались Сухумский и Гудаутский. Там специалисты будут работать на следующей неделе. Из сел Галского района, их 18, мы посетили все 18 и избрали там делегатов. Из сел Гулерипшского района их 9, мы на сегодняшний день посетили 5. Работа продолжается, там идет избрание делегатов. Из сел Ткварчалского района их 11, мы посетили 11. Сел Ачимчирского района 27, на сегодняшний день мы посетили 18 сел и избрали там делегатов. Из сел Гагарского района на сегодняшний день мы посетили 4 села, а их 11. И немножечко перестроили там свою работу. Мы попросили глав администрации сел принять активное участие в процессе выборов делегатов.
составили такие формы кратких отчетов. Всего на сегодняшний день мы посетили 56 сел, то есть это больше половины. Избрано делегатов 150. На каждой встрече ведется протокол вот такого образца, протокол встречи, где избирается председатель собрания, и секретарь собрания ведет протокол, все это записывается, фиксируется, скрепляется подписями. То есть вот эта папка, у нас тут масса протоколов уже есть. Более того, на каждого делегата заводится специальная анкета, где записываются данные, начиная от, скажем, места и числа рождения, включая членов семьи, состав членов семьи и сегодняшнее место работы. Зав. Отделом экономики Центра социально-экономических исследований, кандидат экономических наук Хатуна Шатыпа отмечает, что организационная группа столкнулась в первую очередь со сбоем в системе учета, сложностями с объективностью данных. Проведена большая работа по обновлению и набору информационной базы. 2 месяца с середины июля до середины августа, не имея и не соприкасаясь с Конгрессом, с этим проектом, мы работали индивидуально, наш центр, и завершили эту огромную работу. Побывали в 45 селах и в 9 населенных пунктах и городах нашей республики. Полученные там анкета очень большая, 77 вопросов. И когда оцифровка завершилась, специалисты когда завершили, нам предоставили 1200 листов табличной формы. Это еще не отчет, это вот оцифрованные данные, которые мы сейчас планируем структурно выстроить правильно, выделить тематику и уже приступили. Но это большой объем работы, конечно, речь не идет ни о 1 месяце работы. Чтобы это довести до общественности, мы готовим аналитическую такую работу по данным этого социологического опроса. Как раз теперь мы с 9 сентября активно включились ко 2-му проекту. Я хочу поблагодарить еще отдельно школьные коллективы этих сел Абхазии. Это уникальные коллективы, они образованные, они такой, можно сказать, интеллектуальная основа наших сел. Они очень воспринимают эту информацию. Для нас важна идея Конгресса, имеется в виду темы, какие темы будет поднимать Конгресс, какие цели, какие задачи. И наши идеи проходят апробацию, и самое главное, мы имеем обратную связь от них. Вот именно педагогические коллективы это еще раз подтвердили, на наш взгляд, правильные вот эти темы, которые актуальны, мы планируем поднять в Конгрессе. По словам участников, Конгресс создается не только для предстоящих в 2022 году выборов в парламент. В видении ЦСИ это будет постоянно действующий орган для решения общих социально-экономических, политических, общественных и других задач государства. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Курорт Пицунда продлит бронирование в связи с возросшим спросом среди туристов. Заведующая отделом бронирования курорта Нонна Отерба в интервью «Спутник» подчеркнула, что этот объект обычно принимал постояльцев ежегодно до 1 ноября, но в этом сезоне все изменилось. В этом году действительно цифры были рекордными. Мы приняли 32 тысячи человек, и койко-дней вышло 298 тысяч. Работали по прайс-листу до 1 ноября, но, видя все то, что происходит, решили продлить. Мы ввели пакет услуг, готовы предложить и новогодние, рождественские туры. Для нас это новшество, и надеемся, что туроператоры откликнутся и будут заявки, рассказала она. Отерба уточнила, что заявки от постояльцев пока ожидаются. Насколько эти туры будут востребованы, станет ясно в течение предстоящей недели.
28 октября 75 лет исполнилось бы доктору исторических наук, этнологу, общественно-политическому деятелю, академику Академии наук Абхазии, ветерану Абхазского национально-освободительного движения, кавалеру ордена Акцепша третьей степени Теймуразу Алиевичу Ачугба. Друзья и коллеги вспоминают о нем как о большом патриоте, порядочном человеке, талантливом ученом и верном друге. Смерть Теймураза Ачугба в ноябре 2020-го от коронавирусной инфекции стала для них большим ударом. Слово Анастасии Никоновой. Если бы не было Владислава Григорьевича Ардзинба, те сложные периоды нашей истории, то не было бы Республики Абхазия, а может и не было бы нашего народа. Нет в Абхазии ученого, которому не был бы известен доктор исторических наук, этнолог, академик Ана Теймураз Алиевич Ачугба. Большую часть жизни абхазский ученый отдал служению своему народу и его истории. Биография Теймураза Ачугба вмещает в себя множество событий, регалий, поступков и решений. Историк был потомком абхазов, насильственно переселенных в грузинский город Батум. Родился он там же 28 октября 1946 года. С 1969 по 1974 годы был студентом историко-филологического факультета Батумского педагогического университета. С 1980 по 1986 Теймураз Алиевич прошел путь от младшего научного сотрудника до старшего НИИ Академии наук Грузинской ССР. Здесь абхазский ученый познакомился с аспирантом из родной республики Валерием Бегуаом. Судьба нас связала примерно 45 лет тому назад. В стенах Института истории, археологии, этнографии имени Джавахишвили Академии наук Грузинской ССР в Тбилиси. Я был там аспирантом, чуть позже пришел Тимур. И что самое главное, мы оба поступили по специальности этнография. Мы оба как будто договорились, занимались одной проблемой – фамилистикой. И им руководил известный, очень крупный грузинский этнограф Алексей Робакидзе. И еще до знакомства с ним, с Тимуром, мне сам Робакидзе говорил о нем, очень тепло отзывался, как о хорошем Абхазе. Ачугба такой есть, он мне говорил. Как только у Теймураза Ачугба появилась возможность, он вернулся на историческую родину. И в годы достаточно неспокойные начала 1989 года. Работа для ученого такого уровня, конечно, нашлась. Он был назначен старшим научным сотрудником отдела этнографии Абхазского института гуманитарных исследований. Одним из тех, кто поддержал переезд Ачугба в Абхазию, был спикер Народного собрания страны Валерий Кварчия. Он был в курсе всех тех событий, что происходило. Он был природный абхазец, хотя тогда не очень хорошо владел абхазским языком. Абхазцы в Аджаре очень были авторитетные. Все видели, куда события, каким образом развиваются. У многих было настроение переезжать в Абхазию. Тимур Алиевич, как ученый, этнограф, который уже знал прошлое и настоящее своего народа, он первый был застрельщиком, он и готовил своих там соседей, родственников и так далее, и сам был готов переехать сюда, что он и сделал. Вот. После мы Айтгора создали, он сразу включился в наше общенациональное движение. С большим уважением ребята, его ровесники, мы все были ровесники, младшие немножко были, но в основном наше поколение это было, послевоенное. Его очень уважали, он пользовался доверием. Теймураз Ачугба был патриотом в самом правильном смысле этого слова, отметил Валерий Кварчия. Благополучие его народа и объективность исторических данных были для него в приоритете. Более того, абхазский историк был смел и в самый сложный момент оказывался рядом, вспоминает спикер. Эпизод один хочу вам рассказать. Это 89-й год, это известное событие. Вот. Тимур уехал в Аджарию за 2-3 дня до этого события домой в Аджарию. И тогда ходила его комета между Батумом и Сухумом. Часу ночи
Здесь была суматоха, на площади наши заняли места, грузины с этой стороны. В конце концов нам удалось наше население переправить в Гваделупский район, потому что настолько было здесь опасно со всех сторон. Все грузинские населенные пункты с них огромными отрядами шли на Сухум. Сухум был практически им окружен. Когда люди уехали, осталось какое-то количество людей в доме правительства. Но мы ждали, когда связывались с Москвой, там Владислав был, там наши, все, кто что мог, старался, чтобы центральное правительство отреагировало на случившуюся ситуацию. В это время кто-то из наших, не помню, заметил через окно, кто-то со стороны второй больницы идет сюда с какими-то сумками большими и идет, смотрит по сторонам, останавливается, потом двигается, потом повернулся в сторону дома правительства, почему-то пошел. Ни души, ни машины, ни людей, чего не было. И когда мы начали приближаться, мы заметили, это Тимур на этой комете вместе с другими нашими гражданами, значит, приплыли, ничего не знаем, не подозревая. Когда мы увидели, мы начали кричать, он не слышит. Потом спустился один из нас, бегом встретили его с этими сумками, со всеми, подняли на 4-й этаж. А в этих сумках, он же думали, хачапуры ходили, жареные куры, я не знаю, выпивку. Все, естественно, обрадовались, стол накрыли. А он еще не знает, что по-настоящему, что с нами происходило. Ну, все это ему рассказали и так далее. Это много всегда в шутейной форме мы друг другу рассказывали. И рассказываем сегодня, к чему я говорю, это был очень большой патриот, большой ученый. Мы очень дружили. Ну как братья, просто вот так. Валерий Кварча напомнил, что Теймураз Ачугба 2 раза в послевоенные годы избирался в парламент Абхазии и был инициатором и лоббистом важных для абхазского народа постановлений и законопроектов. С 1996 года по 2007 год был депутатом. Я сейчас, вот, как в качестве спикера, когда какие-то материалы смотрю, вижу его работы, различные обращения, о геноциде, постановления парламента о геноциде, он был автором. Много таких интересных документов он оставил за собой в парламенте. Теймураз Ачугба – автор более 100 научных работ, из которых 20 книг. Одна из главных вышла в свет относительно недавно, в декабре 2018 года. «Абхазия. Депортация абхазов. 19 век». В ней изложены причины, условия и результаты массовой депортации абхазов с исторической родины. Сам Ачугба избегал термин «махаджирство». Полностью специальный репортаж о Теймуразе Ачугба смотрите в нашей программе в воскресенье, 31 октября. Мы продолжаем цикл проекта «Сарас Апсууп». Репатриант Шамсеттин Пилия с детства мечтал вернуться на свою историческую родину. Спустя годы сбылась мечта. Он вернулся и создал здесь свой бизнес, благодаря которому на прилавках нашей страны появилась восточная сладость рахат лукум. Следовательно, и рабочие места. О том, как все создавалось, и о личной истории репатрианта в проекте «Сарас Апсууп». Сара саԥсуоуп, стәыла хәыҷала сыҽхәоит, сара сырԥоуп абылрац сышиалҵыз. Сара саԥсуоуп, сҭоурых ажәытәӡа иалоуп. Сара саԥсуоуп, сышьха шлақәа сырԥоуп, стәыла саԥоуп. Сабдуцәа урҭ рабдуцәа анышә иахьамаду саԥоуп. Сара саԥсуоуп. Ауаҩы ихымҩаԥгашьа иҟазшьеи рыла еилукаар улшоит милаҭс иааирԥшуа ахаҿы. Аԥсуа имазароуп алеишәа иныҟәигозароуп иабдуцәа иабацәа ирҵасуа ҟазшьа. Уи ахымҩаԥгашьа иалҵшәахоит дызланхәрахь иааирыхуа апату. Уаԥсуоуп уара, иакәым ҟауҵоит, аԥсуара каужьуеит, аԥсуара лаурҟәуеит, ҳара ԥшьын-ҩажәа миллион рыцкыс ирацәоуп Ҭырқәтәыла ҳахьаауа.
сықәны ишәасҳәоит, схәыҷқәа ақәҵан ишәасҳәоит, ԥсуак ҩны заҵәык џьара дтәазари абни аҭырқәцәа даҽакала иԥшуеит. Ианиацәажәо даҽакала шгәаҭаны иацәажәоит, иакәымк иаҳамҳәааит ҳәа, иауазеи? Убыс бзиа ҳарбоит, иҳацәшәоит, бзиагьы ҳарбоит. Иҳацәшәоит наҳарҭа уа хаҳаҟьалаӡам, аха ԥсуак дыԥҟаны амҩа дзықәлаӡам аҭырқәа. Ԥсуак дипҟари ихьӡ рҳәаӡам, аԥсуаа рыпҟаит рҳәоит. Ҳахьымӡӷ еилоуп, ҳабзиара шеилоу еиԥш ҳахьымӡӷ еилоуп. Передачу «Сарас Апсуп» Шемсеттин Пилия смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. На Абаза ТВ продолжается проект «История одной картины». Выпуск 8 посвящен работе Варвары Бубновой «Портрет Марины Эшба». В 1960 году Марина Эшба завершает работу над портретом Варвары Бубновой. Варвара Дмитриевна, в свою очередь, в том же году напишет портрет Марины Ефремовны и преподнесет ей в дар. 2 портрета, 2 истории, 2 судьбы. Проект реализован при поддержке Абхазского общественного фонда развития Амша и ЗАО «Аквафон GSM». Автор проекта Эльвира Арсалия. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения известного художника, педагога, искусствоведа Варвары Бубновой. Представлены здесь портрет работы Бубновой, портрет Марины Эшба, известного абхазского скульптора, председателя Союза художников. Он сделан в 60-е годы прошлого века. Варвара Бубнова была большим мастером портретного жанра. Ее портреты, они не парадные, не полные такой вот завершенности и праздности. Они удивительно психологически точные, искренние и очень чуткие. Мы видим в ее работах, в ее портретах такой абсолютно неподдельный интерес к самому человеку. И портрет Марины Ефремовны является единственным прижизненным ее портретом, который сохранился. Все привыкли видеть Марину Ефремовну очень открытой, очень сильной и очень такой волевой женщиной. А здесь изображена такая вот очень хрупкая натура, этот ее какой-то внутренний мир, который, возможно, был недоступен для внешнего наблюдателя, он очень хорошо здесь проявился. И Марина Ефремовна очень любила работу Варвары Дмитриевны, а саму Варвару Дмитриевну она называла украшением рода человеческого. Историю одной картины, 2 портрета, 2 истории, 2 судьбы. Варвара Бубнова и Марина Эшба смотрите в нашем эфире. Гастроли помогают нарабатывать творческий и организационный опыт. 28 октября в Ивановском областном драматическом театре состоялась пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного русского театра драмы имени Искандера. В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене Ивановского областного драмтеатра 28-29 октября пройдут показы спектаклей «Кьоджинские перепалки» и «Хаджи Мурат». Как отмечает генеральный директор Государственного русского театра драмы Ираклий Хинба, мы стараемся отразить всю палитру качественной мировой и российской драматургии. Стараемся приглашать хороших российских режиссеров и артистов для того, чтобы театр развивался. А гастроли помогают нарабатывать творческий и организационный опыт. Конец цитаты. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтными работами на улице Лакоба 29 октября с 0 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города: Старый поселок, Колос, улица Эшба, Вокзал, улица Адыгейская, ВМ, центральная часть города, рынок, Маяк. Сейчас о погоде в республике. В
пятницу, 29 октября, в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8, днем до 18 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.